интересно, что там можно быстрее ехать, чем здесь. По оплату, как обычно, вот эти письма счастья. Это что, Чикаго? Горбушка. Это типа как ходишь, и там все тащатся за ними. Фирма такая была, прям сейчас такая. Работала, то есть у тебя телек, представляешь, это сам был. Это триумфальная арка. Смотрю. Тут стройка еще идет. А вот этот торговый центр относительно новый. Я смотрелся на навигатор. Большие считается 80. Наверное, пишут специально, чтобы не покупали. Разбирайте. Бургера. Пришлось помыть. Тебе понравилось? Бека. Они вон за 10 тысяч крутят. 2000. Чай-то есть? Доброе утро. Они хотят 23 его 4 дня. О, Сережа. Так, время 10:02, на улице 19,5 градусов. Мы выезжаем из Москвы. 182 секунды. Да. А вообще было 193. Впереди камера на полосу. Это мы едем по Щелково. Аструм Молл. Ашан, да, точно. Мы поняли. Вон, все. Мы выезжаем на Ярославское шоссе. Мы в этом месте как-то в какой-то раз заезжали. Так, мы выехали на Ярославское шоссе. Ух, какие тучки у меня тут впереди. Логистический центр «Глобус». Тут какие-то Архангельск прямо, Москва, Чешкова налево. Ремонтные работы, тут мост строят через реку. Ярославль, Архангельск прямо. Все, дождик мы догнали. Ну все, дождик нормальный. Ярославль, Архангельск. Так, мы въехали в Владимирскую область. Дождик у нас так все не прекращается. Дети у нас спят. Так, въехали в Ярославскую область. Владимирская позади. Так, мы выехали в Переславль-Залесский. Дождик у нас закончился. Тебе что, музыка мешает, что ли? Гостиничный комплекс «Тройка». Да? Потом этот YouTube блокирует видео. Ну и так-то... Даже если тихо играет, тоже Да, блокирует. да. То, конечно, музей утюга вот зелененький. Какие-то старинные церквушка. Тут
тут еще, да? Вон, кафе Монпансье. Монпансье. А, это перестал Залесский? Да. А, тут же все, наш Трансгаз, Ухта уже здесь. А, Да, здесь КСК уже есть. Тут, кстати, в командировку ездят наши люди туда. Прикинь? О, как красиво впереди. Да. Не зимой. В том году было осенью где-то. А сняли зимой. Ну, пока расследование было, то все дела. А он, видишь, только здесь, как бы, там дальше едешь, там уже все, ничего такого нет, да? Ну да, по центральной все, улице. все здесь, вот, центральная улица. Храм открыт. Улица Ростовская. Кадастровый инженер недвижимости, адвокат. О, Альберес. Пицца, ну да, старинные дома. Переслав. Гостиница, наверное, какая-то. Отель, Мгм, да. гостиница. Отель. Цифровая бытовая техника. Магнит. А, вот, я про это говорила, Вова, блинная, вот он, домик. А, Интересно такой. Ать, какой. Прям как пряничек. Так, время 12:32, на улице 21 градус. Мы проехали 171 километр, расход 6,8. Смотрим, где можно пообедать. Село Петровское. Храм Петра и Павла. Так, мы решили обедать в кафе «Баранка». Она находится за заправкой «Лукойл». Вот съезжаем. Как вначале выбрали путешествие, но мы что-то ее быстро так пролетели. Сколько тут бензин? 95, 57, 85. Вон она, «Баранка». Сеть придорожных кафе. Поверните налево. Так, мы будем 4-е. Ой, как красиво тут. Ага. 3 семерки, 76. И уезжает 37-й. Оп. Здорово, что можно взять и перестроить маршрут. Ух ты. Красиво. Так, что у нас тут? Горшочек, пампушка, лапша, гренки, кофе. У тебя что, тыквенные? Гренки, лапша. И вышло это у нас на 1590. Приятного аппетита! да, не сказка за 500 рублей. Да. Ой, нам еще донесли блюдо. Все, вот эта сумма к этому блюду.
Это красиво. Ой, какие красивые цветы все. У-у-у. А тут прямо с пчелкой. С челкой? Да, вот смотри. Спортсменка. Теннисистка. Это у нас гимнастки. Так, это у нас моряк. И там пионер. Они все пионеры. И пионер Это это в лагере? с горном. Нет, октября. Он с глобусом, девочка. А это, наверное, что у нее там в руке? А, просто упирается девочка. Октября-то это кто? Как кто? Так, время 13:12. Всем столовая, вот эта баранка понравилась. Рекомендуем. Правильно? Такая дорога, да, красивая, все очерчено. Кузов что-то троим. Давай уже, очухивайся. Ремонтные работы тут небольшие. Расширение трассы, да? Мотоциклисты. Синий мостик. Необычный. Самый большой НПЗ. Газ. О, новенькие там стоят автобусы. Ой, какие красивые. Вон тут какой-то Нагорный. А, вон он наш. Кострома, вот там дальше. Сейчас будем поворачивать направо. То есть Ярославская будет дорога прямо, а мы будем поворачивать направо. О, Тойота. Тойота центр Ярославля. Вот. Можно в Москву не идти. Вот Джако. Ты ж сам. Омол, Джако. Ага. Они все стоят. Туношна, аэропорт. Ярославль. Все, Ярославль пока. Да, у нас остается слева. И чуть позже будет аэропорт. Но он тоже будет слева. Костромская область. О, реставрация, да? Вот же здесь Кострома сырная. Локация. Вокзаль. Сырный ресторан. Все в машинах. Будихина. Костромская пробка. В два ряда. Это не то, что красный, тут уже бордовые. Мы так и стоим в пробке. У нас тут трехполосное движение в одну сторону, но для
обычных машин 2 полосы, а вот эта третья чисто для автобуса. И вот они тут жух, и в пробке не стоят. Они всегда свободно. Таксисты, посмотри, какой нагло, а. Нарушает. Тут только для автобусов, вот написано. Может, такси тоже может? Нет. Так, мы обнаружили причину пробки, потому что у нас было 3 полосы. Сейчас мы вливаемся в одну. И в противоположном направлении тоже одна полоса, потому что там идет на мосту ремонт. О! Асфальт уже соскребли. Сейчас будет крошку делать. О, кораблики там гоняют. Слева корабль. О, там огромные. Ничего себе. 3 яруса, что ли, да? 2, 3, не понятно. Огромненький, да. Что это тут? Они просто убирают. Просто, да, не крошат, они убирают. Там даже 2, видишь, они как бы вниз. Ничего себе, что они вдвоем-то плывут? Может, там мель какая-нибудь? Чего себе? Вот они. Эскаватором прямо. Ой, там купола. А где этот корабль-то? Его отбуксировали, что ли? Или... вон он там дальше стоит. Ну там мы были. Да, на набережной. Видишь, на улице холодно относительно, 23,5. А было бы жарко, сейчас бы вдоль речки бы все лежали бы, загорали вот там на песочке слева. Там никого нет. А тем более еще дождь сейчас прошел сильный. Ой, церквушки. Ростелеком. Универмаг впереди. Кострома. Будь здоров. Я покажу. Кострома. Да, вот здесь, в этом доме жить прикольно, наверное. Сусанина, улица Сусанина. Стареньких домов. Продается земельный участок. Видишь, они тут земельные участки продают. Хотя вдоль дороги кому он нужен? Ну, пыль. Ну. А так они вот такие все старенькие. Ну, правда, тут прям улица старинных домов, да? Да, Вообще. да, Вон, да. вон. Каких старых домов им Вон. 100 тысяч лет уже сносить надо. Так они вот, видишь, по 2 стороны. Вот они. Все в деревяшках. Слева, вправо. Вон, ставни закрытые. Это, видимо, в те времена, когда на лошадях еще ездили, так нормально. Ну тут вот, мне кажется, прям, смотри, какая усадьба дорогущая. О, купец жил какой-то. Купец, по-любому. наверное, какой-то, да. Снизу, видишь, первый этаж может. Да это как в Яхетске так же, видишь? Да. Эта часть стоит, а эту вниз уже упала. Это типа как Пристройка. прихожая, что ли, да.
Сенцы. А это тоже вот дом. Калиновская. Ничего не поняла. Была Сусанина, уже стала Калининская. Все резное, из дерева. Вот раньше делали, а? Мастера по дереву. Да. Да. О, 600 метров, видишь, вилки, ложки. Там должно быть написано прям... А, во, вдалеке, вон, видишь? А, да-да-да, следующая, ага. Даже слева написано берлога, где оплата только наличкой, потому что у них там ничего нету. Вон, две машины стоят. Ой, машины стоят, ага. Болотово. Мне кажется, впереди нас дождики ждут. Вот такое темное небо. Судислав. Поворачиваем налево. Вон, Судислав. А тогда мы прямо ехали. Что впереди камера на 70. Ну вот объездная. С камерой на 70. Через 1 километр 500 метров круговое движение. Второй съезд. Что у татар в руках тоже наши товарищи, что если мы теперь их не выручим, то жизнь их будет продана на Так, едем заправляться. ТНК. А на въезде на ТНК написано Роснефть. Ну, А вообще нам нужна Лукойл, а здесь Лукойл нет, нету. Костромской нет. Здорово, Да. что можно взять и перестроить маршрут. Через 100 метров поверните направо. Мы пока папу ждем, рассматриваем значки. Ну вот это 2.4 круглосуточно. Это что? Туалет. Туалет. Это можно позвонить. Это попить чашку кофе. Это Опять позвонить. зарядить на телефон. А вот это... И телефон там, кстати. Непонятно, что это за фигура. Что это? Не знаю. Хорошие дождики, да, тут везде? О, Анютка, желающая еще у нас. Я не хочу там сидеть. Надо размяться, конечно. Нет, есть вот такой вот, это вообще красивый, видишь, а есть открытый. Хот-дог хотят купить. А я картинки насмотрелась и говорит, хочу, говорит, хот-дог. Да? Слушай, Мгм. иди закажи, Оксана. Так, давайте сейчас вот пару штучек сделаю, а потом сядем. Ну, давай. Что вы там купили? Сосиски французские? Вкусные? Конечно, вот уже всю съела. Давай, Аня, пробуй. попробовала. Аня, пробуй. Как сосиска. Нифига себе, как сосиска за 220 рублей. Вон мне нравится, видишь? Вот эти камыши. И вьюнки цветут. Ух ты. Вон вьюнки.
Махнул рукой и потряс седою головой, укусом моргнул и сказал: муками искупить позорное дело. Что-то тут за стоянка Знают такая. все они, что такое значит в русской земле товарищество. Главное, хочет привезти. Не. А, через нее она меня видит. Не, прям поехал. Не, Бузов, прям поехал. Маршрут Теста. Прямо 87 километров. У нас на горизонте, конечно, такое небо интересное. Прям бушует. Впереди камера на 90. Дождик. Тут вся дорога идет волнами. То есть мы идем на холм с холма, и вот за горизонтом вообще не видно. Сейчас вот поднимаемся, и будет видно даже вот верхушку следующего холма. А вот которые машины вот из ямки выезжают, их вообще не видать. Сейчас вот хомяк-то к нам выпрыгнул. Засранец. Так, как пишут, почему его коньками называют. К вышинам, Овнюкова душа рассказать давно зашедшим старцам, как умеют. У нас пошел сильный дождь. Вообще ничего не видно. Да что это такое? Едем просто вот. Хорошо вот эти, да, полосочки делаем. Ох, мы на корабле плывем. Видимость ноль. Остановился Тарас и глядел на то, как он чистил перед собою дороги. Ударив острыми шпорами коня, во весь дух полетел он за казаками, не глядя назад, не видя, что позади всего только 20 человек успело поспевать за ним. А казаки летели во всю Кострома, прыть на коня Иваново, и прямо Москва. поворотили к лесу. Разогнался на коне Андрей, и чуть было уже не настигельное железо. Повис он головой и повалился на траву, не сказавши ни одного члена. Едва метались пред ним стены и углы незнакомые Шарья, Киров направо. светлицы. Наконец заметил он, Поверните что направо. перед ним сидел Товкач и, казалось, прислушивался ко всякому его дыханию. Да, небо у нас впереди. Подумал про себя Товкач, застопорожился. Там принялся он лечить его такими травами и смалями. 5:25. 19:26, уже 705 километров проехали. И как трудов там. Наконец-то у нас закончился дождик. Ну, что-то так долго под дождями все. Всю дорогу, мне кажется, под дождем ехали. Великанея. Вот 712 километров мы проехали и въехали в Кировскую область. Наши соседи. Ну что, дождик у нас так и идет. Мы думали, уже все, просвет. Нет, Нет, концерт был. небольшой. А так все, дождик, всю дорогу у нас сопровождает, да? Да. Дождевой день. Да. Да, вот такой тут есть участок. Сколько? 744 километра мы проехали.
Как понять, где этот участок? Во. До Котельнича 87 километров. А, ну вот. До Котельнича 87 километров. Вот такой участок. А сколько, интересно, он будет? Неизвестно, да? Ого! У него, видишь, его что-то тут пытаются ремонтировать. Как его можно ремонтировать? Надо полностью все. Ну, срезают уж. Да, полностью срезать надо. Тут только капиталка поможет. Вообще. Слушай, я думала, маленький участок, а тут это, ни конца, ни края. Чуть себе. Ох, встречек нет. Ну да, Чтобы там ехать. говорит. Он прямо выпирает, да, асфальт? Выпирает и проваливается, и все вниз. Плохой внизу, значит. О, встречка едет. Тут еще более-менее. Ну за что? Впереди дорожная работа. Но это хорошо, Бузова, что ремонтная работа. Можно. Так, ну у нас дорожка так с небольшими сюрпризами вот по краям попадаются. Не только по краям. Аккуратненько надо ехать. И, кстати, сейчас уже туман начал подниматься после дождя. Сюрпризики вот примерно такие. Хотя асфальт кажется вообще идеальный. А нет. Вот они. Опа. Вот справа, слева, вот посередине. Опа. Наши собаки заражаются, они тоже могут съесть. Мы приехали в пятерочку. Опять нас сюда привезли. Ну, у них, видимо, ремонт сделали. Хуй нахрен ремонт, у тебя... Ты что, говорю, на ремонт? На фотографии-то красиво у них. Да. Да. Да не переживай, они ремонт сделали. А ты откуда знаешь, ремонт? Ну, Опять нас привезла красивые сюда. фотографии. Вова ругается, потому что мы тут несколько лет назад останавливались. Она была страшная. Опять в эту жопу приехали, да? Ну, Вова, может, там ремонт сделали. Я же тебе говорю, я самый лучший выбрала. Несколько лет назад мы останавливались здесь.
Я когда заказывала бронирование, я не видела, что это здание, просто фотографии номеров смотрела. Он подъезжает и говорит, что, говорит, ты забронировала? Ну да, начало страшненькое. Это стоит 3,5. Да. У них на 3-м этаже, они там сделали ремонтик. Начало, конечно. Ну, я могу и оплатить. Заходите. Ну давай заходи, я тебе надо было. Просто заходите и все. Это же, да? Да, 304 у нас, ага. Микроволновка, холодильник. Нормально. А мы тапочки взяли? Да, конечно. А нет, они в рыжей. В рыжей. Но не сбоку. Ой, там даже есть умывать. Или 8 можно ходить? Так-то пол-то будет как новый в ноябре. Не, поплыть что-то не очень хочется. Опа. И там еще целая комната. Ладно, пошли. Так. 21:34 время, 17,5 градусов. Мы проехали 833 километра. Средний расход 7,2. Вот такой номерок. Стол мы вот сюда передвинули. Все, мы сюда приехали, будем отдыхать здесь неделю. Ходить по котельничу, по музеям. Это вот спальня. Можно сюда сумочки положить. Такой цвет, да? Обоев. Что там окаешь? Вешалки там есть. Я помню, в тот раз вешалок не было. А, вання-то? Посмотрим. А, Что тут у нас? Гель для душа, шампунь. Доброе утро из Котельнича. Сегодня 12 августа. На улице плюс 15 градусов. Просыпаемся и едем на Ухту. Время 6:30 утра.